Тимофей Васильевич Васильев. Родился 19 февраля 1897 года в Мариинском уезде Томской губернии в семье эрзян-переселенцев. С раннего возраста работал на шахте. Через тягу к знаниям и грамоте был замечен местным мировым судьей и взят на должность писаря. В годы революции и гражданской войны стал первым советским народным судьей в Омске. Им был организован первый революционный трибунал. Вскоре был избран председателем губернского совета народных судей. Когда Омск в 1918 году заняли колчаковцы, судья участвует в партизанском движении. С 1920 по 1923 годы Васильев работает в Енисейском губотделе юстиции. Затем командовал батальоном в главной военно-политической школе Дальневосточной Республики. С 24 по 28 года обучался в Московском государственном институте на хозяйственно-правовом отделении факультета права. В январе 1926 года назначен на должность помощника прокурора Республики Башкирия. По возвращении в столицу в 27 году стал работать в Московской губернской коллегии адвокатов. 5 декабря 1929 года Васильев был включен в орготдел в ЦИК. Во время учебы в Москве Васильев активно участвовал в студенческих кружках мордовской молодежи, был редактором газеты «Якстертежте», был приглашен также на работу инструктором в отдел в ЦИК. При личном содействии Васильева были подготовлены проекты мордовской автономии. В 1928 году Тимофей Васильев был назначен первым председателем Мордовского окружного суда. При его участии в судебных учреждениях Мордовии проводилась коренизационная политика. Судопроизводство переводили на язык коренного этноса. В 1931 году выходит книга Васильева «Мордовия», которая является итогом его многолетних размышлений. Эта книга – своеобразное обоснование мордовской идеи, беспрецедентное собрание фактов о родном для исследователя края. В 1931 году Васильева назначают первым председателем торгового представительства СССР в Великобритании. 16 февраля 1934 года при неблагоприятных условиях межгосударственного противостояния при участии юриста-международника Васильева удалось подписать новое торговое соглашение между СССР и Великобританией. Тимофея Васильевича арестовали по делу мордовского правотроцкистского буржуазно-националистического террористического блока, который ставил своей целью свержение советского строя и реставрацию капитализма в Мордовии, выход ее из СССР под протекторат Финляндии, а также планировал убийство руководителей партии и правительства во главе со Сталиным. Из Москвы Тимофея Васильевича этапировали в Саранск как особо важного преступника. Его содержали в одиночной камере. 23 мая 1938 года выездная военная коллегия Верховного суда СССР приговорила братьев Рябовых и многих других членов мордовского вредительского блока к расстрелу. Однако Тимофея Васильева вернули в Москву, и еще больше года он провел в Бутырской тюрьме. В июле 1939 года Тимофей Васильевич Васильев получил смертный приговор. 29 августа 1939 года приговор приведен в исполнение. 22 августа 1956 года военной коллегией Верховного суда дело по обвинению Васильева Тимофея Васильевича, необоснованно осужденного, пересмотрено. Приговор военного трибунала от 27 апреля 1939 года и определение коллегии Верховного суда СССР от 23 июня в отношении Васильева Тимофея Васильевича по вновь открывшимся обстоятельствам отменено, и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Васильев Тимофей Васильевич реабилитирован посмертно. У Гордея Степановича Баранова была типичная биография старого большевика. Родился в 1892 году в селе Киржемана Ордатовского уезда Симбирской губернии в бедной крестьянской семье. Был образованным, 3 зимы учился в церковно-приходской школе. Батрачил на Урале и Дону. В 1911 году с артелью земляков уехал на строительство Амурской железной дороги. В 1913 году был призван в армию. С 1914 года на фронтах Первой мировой войны. В 1917 вступил в партию большевиков. Воевал в Красной армии. Принимал участие в коллективизации на территории Мордовии. В 1931 году начал учебу в Институте Красной профессуры на историческом отделении.
В 1934 году назначен начальником политотдела свиноводческого совхоза в селе Пушкино Кадушкинского района, а в 1937 году начальником управления по делам искусств. Управление было создано в 1930-е годы вместе с образованием мордовской автономии и просуществовало до начала 50-х годов, когда было преобразовано в Министерство культуры Мордовской ССР. 20 марта 1938 года под покровом ночи Гордея Степановича пришел арестовывать сотрудник НКВД. Сразу после ареста состоялось заседание Мордовского областного комитета ВКПБ, на котором слушался вопрос о работе Управления по делам искусств. Постановили: за потерю революционной бдительности, развал работы Мордовского государственного театра оперы и драмы, нереагирование на факты нездоровых явлений и бытового разложения в Муздрамучилище и как ранее привлекавшегося к партответственности за правооппортунистические выступления и практику в работе начальника управления по делам искусств СНК МССР Баранова Гордея Степановича с работы снять, из рядов ВКПБ исключить. Через год, 5 марта 1939 года, Гордея Степановича освободили из тюрьмы. Осенью этого же года вместе с женой и 3 детьми он уехал в Москву, где занимал ответственные посты в различных организациях. Фонд Гордея Степановича Баранова в нашем музее насчитывает более 30 подлинных фотографий и документов. Среди них есть его автобиография, где он вспоминает о времени, проведенном в тюрьме. Илларион Сергеевич Поздяев. Родился в 1902 году в селе Старые Турдаки Саранского уезда Пензенской губернии, в мордовской крестьянской семье. В подростковом возрасте с начала Октябрьской революции 1917 года выступал на стороне советской власти. Работал в комбеде, затем подавлял в родном селе мятеж кулаков, а в Саранске – казаков. Боролся за советскую власть в составе ЧОН. Занял должность чрезвычайного комиссара в Пензенской губернии. В 1921 году вступил в ВКПБ, был делегатом на съезде мордовских коммунистов в Самаре, где, среди прочего, рассматривался вопрос о мордовской государственности. Учился в Москве, в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Издавал на родном языке «Красную звезду». С 1923 года на партработе в Пензе, Саранске, Томске, Самарской губернии. В 1935 году за критику книги Берии и его теории о 2 партиях и 2 вождях снят с работы. Был директором Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы и этнографии в Саранске, затем был снова снят с работы, стал заместителем директора Рузаевской МТС. В июле 1937 года исключен из партии и арестован в Куйбышеве. Переведен во внутреннюю тюрьму НКВД в Саранске, где в течение полугода его пытали. 24 мая 1938 года приговорен к 10 годам лишения свободы с поражением в правах и конфискацией имущества. Этапирован в Москву, затем в Соловецкую тюрьму. В июле 1939 года морем в Норильск, где затем долго находился в качестве заключенного, а с 1942 года работал в конторе спецстроя. 19 апреля 1949 года в Норильске у него родился сын Николай. 23 декабря 1950 года вместе с женой и детьми получил приговор к ссылке. 20 июля 1955 года реабилитирован. Работал на стройках Заполярья, директором завода «Стройдеталь» в Норильске. С 1963 по 1984 год жил в Куйбышеве. 30-е годы имеют большое значение в истории Мордовии. Это было время становления республики, время надежд и ожиданий, многих начинаний и свершений. Однако это были и годы больших разочарований, трагических ошибок.